Итак, мы находимся теперь уже на территории самого музея, и нас встречает сотрудник отдела истории Сергей Слепцов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, немножко о истории территории музея. Здравствуйте. Якутский музей имени Ярославского находится на уникальной для города Якутска территории, поскольку это одна из самых древних городских территорий вообще, наряду с двумя еще другими. Это набережная и территория площади Дружбы, где Якутская крепость стояла. А здесь же, на современной территории музея, в старину, еще с 17 века, стоял когда-то Спасский мужской монастырь. Спасский монастырь был основан в 1663 году, ну, в 63 или в 64, там по-разному называют даты, в городе Якутске. И с самых первых дней существования основная его цель и задача это был такой миссионерский центр по христианизации от северо-востока Сибири. То есть сюда не только Якутия входила, но и Камчатка, и Чукотка, и Русская Америка отсюда же. Значит, христианство из Спасского монастыря распространялось. Вот. Тогда, в 17 веке, это была далекая, ну, такая центра города того времени территория. Вот, ее начали застраивать, и уже, значит, к концу 17 века монастырь представлял собой такой комплекс построек. Там несколько деревянных церквей находилось, кельи, амбары, и все это было обнесено такой тоже, по сути, крепостной стеной с несколькими деревянными башнями. То есть фактически такой укрепленный еще один пункт на территории города. А почему там вообще его укрепляли? Ну, принято так было в те времена. Ну, монастыри, в принципе, всегда стенами обносили. Это по-разному могли использовать как такой запасной и укрепленный пункт в городе. Но в то же время, например, чтобы, ну, грубо говоря, монахи, например, не шатались по городу тоже. Ну, в принципе, монастырские постройки всегда обносились стеной, это как и в Центральной России, так и в Сибири одинаково. Вот. Ну, это такая была, то есть, ну, не прямо крепость, ну, как бы забор, по большому счету. Вот, поскольку все было деревянное, монастырь неоднократно горел. Вообще пожары это была такая больная тема для Якутска, ну и вообще для городов старорусских. Особенно горели очень часто церкви как раз. Поскольку если частные строения, ну, люди были озабочены, ну, пожароопасностью, то церковь это такие общественные пространства, где, наверное, не так сильно следили вот за огнем, а огня всегда в церкви много, да, было, это там кадильницы, свечи, вот, восковые, все это горело, вот, то есть свечка упала, пожар начался, вот часто пожары именно в церквях начинались. Вот так и Якутская крепость сгорела в начале 18 века из церкви как раз тоже Троицкой, и монастырь горел множество раз. И в 18 веке произошло два страшных пожара. Первый в 30-х годах 18 века, когда были уничтожены все постройки 17 века. Потом его заново монастырь отстроили. И страшнейший пожар был еще в 1780-х годах. Опять он полностью сгорел, и его опять восстанавливали. В начале 19 века уже начали возводить монастырь в камне. То есть вот была возведена Спасская каменная церковь, каменные кельи, и деревянный забор был сменен на каменную ограду. А потом куда монастырь делся? Ну, то есть собор и... Ну вот об этом, это уже к истории 20 века относится, да? Монастырь вот имел такие в своей истории подъемы и спуски, да? Во-первых, монастырю большие территории принадлежали в 17-м, начале 18 века. Там чуть ли не на территории современной Иркутской области у него были
там какие-то угодья, да, на Камчатке, ну, естественно, на территории Якутии, вот, собственно, вот Зеленый Луг, да, вот перед городом Якутском, он вот, Спасскому монастырю первоначально принадлежал, там его сенокосные угодья были. Вот, потом во второй половине XVIII века произошла секуляризация при Петре III, Екатерине II. Эти земли у монастыря отобрали. Вот, ну, такой спад, да, произошел в истории монастыря. В 19 веке он опять как бы поднимается, вот это каменное строительство здесь начинается. Это при том, что город Якутск был на 99% деревянный, то есть это одни из первых каменных строений здесь были на территории Спасского монастыря. Вот. И в начале 20 века тоже монастырь был относительно подъеме, но надо помнить, что хоть такие монастырь, да, вот он как бы окормлял весь северо-восток, но в то же время он никогда не был большим, крупным, вот как центрально-российские, да, монастыри. Вот здесь вряд ли когда-то больше 10 насельников, монахов как бы было в этом монастыре. Вот. И где-то в годы Первой мировой войны вот монастырь был в начале 20 века на подъеме. Вот начали строить как раз вот архиерейский покой, да, к которому мы еще как бы вернемся, да, в наш разговор. В 1915-16 годах начали строить вот как бы новый корпус каменный монастыря. Но, как произошли всем известные события, да, в 1917-18 годах, и вот очень монастырь, он на общественные пожертвования в основном содержался, да, и как бы всем стало очень сильно не до монастыря. Вот стройку забросили, каменное строительство, да, монахи частично разъехались, частично умерли. Вот на 1919-20 года тут 1 или 2 монаха всего оставалось. Вот. А потом уже после окончательного установления советской власти в 1920 как раз году, или я не уверен, в 1922, ну, короче, вот в начале 20-х годов монастырь окончательно закрыли и национализировали все постройки. Вот на тот момент здесь стояло 2 церкви, одна каменная, одна деревянная. Деревянная духовная консистория, ну, то есть канцелярия, да, были монастырские кельи монашеские, каменные, и хозяйственные постройки. Ну, там амбары, конюшня, такие вот, ну, хозяйственные. Вот это все было национализировано и передано в ведение, ну, Якутского городского хозяйства. Вот. И так вот территория как бы бесхозная простояла до 1924 года. Вот теперь надо сказать пару слов о музее. Да, здесь вот в начале 20-х годов на сцену выходит Якутский музей, который к началу 20-х годов 20 века тоже находился в некотором таком запустении. Ну, все помнят, наверное, да, что вот двухэтажное каменное здание было построено в 1914 году, здание публичной библиотеки и музея, в котором сейчас библиотека имени Пушкина находится, исторический ее корпус. Но дело в том, что вот как раз в ходе вот революционных различных событий музей оттуда фактически выселили с 1920 года, потому что там в этом здании проходили различные там съезды, митинги. Вот, и музей оттуда попросили. Вот, музей находился в таком стесненном состоянии первые годы 20-х. И херел, места ему не было. И вот, может быть, он даже и мог и закрыться, но вот о музее вспомнили благодаря экспедиции Академии наук, которая проходила в Якутии, благодаря Амосов, один из главных ее организаторов. Вот они, Академия наук здесь российская исследовала как бы, ну, перспективы развития вот хозяйства. И в то же время занималась изучением этнографии, истории. И вот они собирали множество экспонатов и решили их вот передать в музей. А у музея не было здания. Вот. Ну, вспомнили о том, что у музея не было здания, и вот долго думали, куда его девать, пока, наконец, вот не вспомнили, что есть в распоряжении города такое бесхозное
ну, территория и как бы вот недостроенное здание якутских архиерейских покоев Спасского мужского монастыря. Оно на тот момент, это здание как бы была возведена примерно до 2-го этажа, крыши не было, перекрытий не было, то есть ну такая заброшенная стройка по сути. Вот эту заброшенную стройку в 1924 году передали Якутскому областному музею. И вот с тех пор, с 1924 года мы здесь и находимся, собственно, на территории данной. Здание было достроено такими ударными темпами. В 1926 году вот музей переселился сюда и на следующий год открыл свою первую экспозицию. Вот, с тех пор вот, практически без перерыва работающую. Но музею передали не только здание, но и территорию, на которой было на тот момент множество построек. Музей их как бы приспосабливал под себя, перестраивал. И да, еще территорию музей делил, кстати, вот музей и Якутский архив еще здесь находился. Вот как раз Спасская каменная церковь, довольно большая, ну вторая, наверное, по величине в городе после Троицкого собора, она была как раз передана Центральному архиву ЮССР, который тут находился, ну, очень долго, до 80-х годов, по-моему, ну, пока им здание не построили. Вот, то есть в бывшей церкви архив, в здании для архиерейских покоев музей находился. Деревянную церковь снесли. Тут была еще каменная колокольня, ее в начале 30-х годах снесли. Снесли вот хозяйственные постройки, оставалась ограда монастырская. Ворота очень красивые были в этой ограде, музей их тоже перестроил. Ворота напоминали вот примерно то, что вот на входе в парк культуры и отдыха находятся. Вот такие же ворота похожие. Но они сейчас перестроены. Ну, короче, вот по архитектурному замыслу похожие они были. Здесь на территории вот этой, раз она является одной из древнейших, как бы ныне сохранившихся мест в городе Якутске, находили ли что-нибудь, ну то есть были ли здесь археологические раскопки? Очень хороший вопрос. Археологических раскопок практически не велось на территории музея. Вот, хотя на самом деле это да, золотое дно вот, для археологов, исследователей вот, 17, 18, 19 века. Очень я надеюсь на то, что когда-нибудь здесь будут археологические раскопки, и на 100% уверен, что они много дадут в плане вот находок именно, которые вот нам расскажут о бытии, повседневности вот 17-18 века, о том, о чем мы очень мало знаем на самом деле. Вот именно для Якутска. Вообще на территории Якутска практически не проводилось археологических раскопок. Вот исключения небольшие, это вот несколько шурфов рядом с Троицким собором по улице Каландрашвили. И вот раскопки 2017-2018 года по бывшей улице Логовой, сейчас улица Кулаковского, там, где вот сейчас сквер учителя находится. Это правда, да, то, что как бы возле храмовой они захоронения, да, они как бы так и остались здесь на месте, то есть там их не перекапывали, там не переносили и так далее? Ну, как бы в 16-17 веке, в 18-19 и начале 20-го было принято хоронить вот в церковной ограде. Собственно, церковные ограды это и были кладбища. Ну, конечно, со временем они разрастались, их переносили за город. Вот Никольское кладбище было в городе Якутске, то, что сейчас остаток Вилюйское кладбище есть, да, это тоже бывшее предцерковное как бы кладбище. Ну, а поскольку церкви были и на территории Спасского монастыря, то и в их ограде людей хоронили. Кладбище здесь действительно было, и насколько я вот читал, эти кладбища снесли не только вот кладбище Спасского монастыря, но и вообще вот все предцерковные кладбища, их сносили вот где-то в 30-е годы. Ну, освобождали место под городскую застройку. Их обычно сносили каким образом? Просто собирали вот, убирали кресты, могильные плиты, увозили, место разравнивали и таким образом освобождали. То есть захоронение, естественно, есть.
ну, они, конечно, не всю территорию вот покрывают, да, современную, они там в определенном месте находятся. Вот, ну, как бы сверху, на поверхности никаких следов от кладбища не осталось. Ну, то есть они тоже, наверное, да, представляют археологический интерес? Ну, кладбища вряд ли представляют археологический интерес. Возможно, антропологический какой-то интерес они могут представлять. Ну, Что... а эти, например, там, как я понял, там церковных служителей в основном хоронили в большинстве своем. И там как бы облачение, вот это вот, как бы сопутствующие вещи. Ну, в принципе, мы знаем, как облачались священники. Ничего нового там как бы не будет. Ну, я вот не знаю, священников хоронили в облачении или нет, но вообще людей хоронили в саванах. Как бы по православному обряду, там просто саван и все. То есть никакого сопроводительного материала, это как бы не языческие погребения вот, с сопроводительным материалом, да, которые бывают. Ну, это просто как бы люди похоронены. Археологических находок там вряд ли какие-то сделают. Так, ну давайте теперь вернемся уже непосредственно к самой территории музея, да, вот, ну, немножко вот продолжить тему, да, вот как бы, что сейчас расположено у нас во дворе. Вот современная территория музея, она оформилась где-то вот в 80-х годах на самом деле, 20 века. То есть вот в период с 30-х по 80-е годы, да, территория музея, она тоже по-другому вообще-то выглядела. Ну, во-первых, не было вот окружающей такой застройки, да, массовой. Вот эти вот все каменные жилые дома, 4-5-этажные, они все вот, ну, где-то в конце 60-х, начале 70-х первые дома такие большие начали строить. А до этого тут было такое открытое место. Озеро, кстати, тут было неподалеку, Монастырское оно называлось. Вот, оно было расположено между современной территорией музея и берегом. То есть вот как раз на месте вот магазина «Прогресс», вот вот там дома стоят, в одном магазин «Прогресс», в другом там чайхана какая-то находится. Вот на месте этих домов было озеро. Его засыпали вот где-то в середине 20 века примерно. Мало кто, наверное, помнит, ну, старожилы города помнят, а как бы молодые люди среднего возраста вряд ли помнят, что вообще-то на территории музея еще было свое ВДНХ. Был такой павильон летний, который построили к десятилетию ЕССР в 1932 году. Он очень такой обширный был, но он без отопления, без ничего, он действовал по сути только летом. И там первоначально проходили выставки народного хозяйства, то есть такой аналог московского ВДНХ был. Вот, он до 70-х годов, если я не ошибаюсь, простоял. На многих фотографиях вот того времени его можно увидеть. А потом еще в 40-х, 50-х годах на территории музея, вот как раз рядом с этим павильоном, павильон стоял, кстати, там, где сейчас въезд главный на территорию музея. Рядом с этим павильоном еще памятник Сталину стоял. Вот все тоже, ну не все, но многие как бы удивлялись, что вот вроде как в годы культа личности, да, вот 30-е, 40-е годы, ну, как это, в городе Якутске не было памятника Сталину. Памятник Сталину был на самом деле, вот стоял на территории музея, тоже на некоторых фотографиях его можно видеть, но вот в конце 50-х годов его убрали. Вот. И, значит, в 80-х годах построили вот фондохранилище. Ну, правда, это здание, которое приспособили под фондохранилище. Сейчас там фонды находятся и администрация музейная на въезде. Перенесли сюда несколько архитектурных памятников. Это копия монастыревки, здание, где в 19 веке проходил протест политических ссыльных. И здание, где сейчас находится дом-музей Ярославского, это, собственно, там, где Емельян Михайлович Ярославский жил, вот, будучи директором Якутского музея в 1915-17 годах. Кстати, этот дом Ярославского – это один из двух памятников федерального значения города Якутска. Где-то вот в 80-х годах появился на территории самый крупный наш экспонат.
Это скелет кита, под который был на территории музея построен специальный павильон. В 1968 году на территорию музея со своего исторического места была перенесена восточная надвратная башня Якутского острога, уникальный памятник архитектуры, который, вот, к огромному сожалению, в 2002 году сгорел вот окончательно. Ну, это такое продолжение традиции вот пожаров, да, как бы такой рок над этой территорией. И в 1997 году здесь же вот на территории нашего музея была открыта часовня в память святителя Иннокентия, очень важного тоже для истории и для христианизации человека, который в XIX веке был настоятелем Спасского мужского монастыря как раз и епископом местным. Вот. И в 2002 году был достроен пристрой главного корпуса, вот такое дополнительное как бы здание, увеличившее наши выставочные площади, ну и увеличившее комфорт посетителей, поскольку там наконец появилась канализация, вот, поскольку вот в этом старинном здании канализация как бы не предусмотрено было. Изначально, ну, расширен гардероб, выставочные помещения, помещения для посетителей, это все появилось. В 2003 году территория музея приняла, собственно, современный облик, который и сейчас вот не изменился, точно такой же. Главный корпус, пристрой, здание фондов, 2 памятника архитектуры, часовня и павильон со скелетом кита. Вот то, что каждый посетитель может увидеть, придя к нам в музей.